440 миллионов рублей. Ожидается, что именно настолько пополнится городской бюджет благодаря сборам по 3 основным налогам – земельному, имущественному и ЕНВД на вмененный доход. Это прогноз на 2012 год. В 2013 эту сумму планируют увеличить на 62 миллиона рублей за счет налогового повышения. Мера эта коснется не всех. Уже сейчас из 110 тысяч налогоплательщиков, собственников квадратных метров, вообще от уплаты имущественного налога освобождены около 40%. Представителей льготных категорий. Из оставшихся 73 тысяч повышение налога затронет лишь собственников дорогих квадратных метров. Из них только 9300 человек имеет имущество, суммарная инвентаризационная стоимость которого составляет свыше 500 тысяч рублей. Именно по ним мы и предлагаем увеличить сумму налога на 20%. При рассмотрении этого вопроса депутатов просили обратить внимание на то, что налог рассчитывается исходя именно из инвентаризационной стоимости жилых и нежилых помещений, которая в разы меньше рыночной. Приводили примеры. По 4-комнатной квартире 2001 года, площадь 200 квадратных метров, оценка БТИ 2440 тысяч рублей. При расчете для одного налогоплательщика налог увеличится с 12 тысяч до 14 600. По зданию склада 2007 год, 570 квадратных метров, оценка БТИ 4500 рублей. Налог увеличится с 55 до 65 тысяч рублей. От депутатов поступило предложение освободить от имущественного налога, помимо пенсионеров и инвалидов, еще одну категорию граждан – детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. У нас таких детей получается порядка 80, за кем забронирована квартира и кто является собственниками. Сумма уплаты налога у них достаточно смешная, там порядка 20, может быть 25 тысяч в год всего вот эти ребята должны выплачивать со своих компенсаций, которые им государство проплачивает. Предложение было поддержано единогласно. В целом, даже после повышения рыбинские налоги не доходят до предела, установленного государством. К тому же платить налог за 2013 год надо будет лишь в 2014. Так что налоговое бремя нельзя будет назвать непосильным.